В современных экономических реалиях финансовая грамотность перестает быть просто полезным навыком, превращаясь в стратегическое преимущество. Обучающая программа была разработана с учетом специфики малого и среднего бизнеса и включала в себя несколько критически важных блоков, направленных на минимизацию рисков и масштабирование проектов. Полномочного права предпринимателя своими инициативами, адекватной обратной связью, даже в нашем случае доказал ту поддержку, которую они не просто могут, а реально изыскивают все возможности для того, чтобы предприниматель чувствовал в тех или иных условиях, в которых там, каждый может оказаться, чувствовал поддержку от них. Ключевыми рассмотренными направлениями были управление денежными потоками и финансовое планирование, налоговая оптимизация и правовая грамотность, взаимодействие с банковским сектором и привлечение инвестиций, а также правовая защита и взаимодействие с контролирующими органами. В обучении принимали участие как начинающие предприниматели, так и те, кто давно на рынке. Генеральный директор завода по производству полимерных труб отмечает, что несмотря на то, что такое предприятие в Ингушетии одно, для того, чтобы иметь спрос на рынке, необходимо постоянное развитие и модернизация. В первую очередь компания должна работать, производить качественную продукцию, то есть конкурировать в области качества. А в наше время это очень важно. На подведении итогов также была отмечена роль аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей. Его задача не только защищать людей бизнеса, когда проблема уже возникла, но и дать ему инструменты, позволяющие этих проблем избежать. Финансово грамотный бизнесмен понимает закон, умеет считать риски и знает, как вести диалог с государством на языке цифр и фактов. Обучение проходило более 15 предпринимателей региона. Они отметили высокую практическую ценность курса. Многие признались, что уже в процессе обучения начали внедрять новые инструменты учета и пересмотрели подходы к формированию себестоимости своих товаров и услуг. Курс оказался для нас очень полезным. Получили знания и практические навыки, которые мы потом смогли применить в реальных ситуациях. Учитывая, как быстро меняется налоговое законодательство, различные правила, это знания, полученные, оказались для нас очень полезны, применимы на практике при решении каких-то управленческих заданий, при постановке каких-то целей операционной работы нашей. По завершении подведения итогов работы аппарат уполномоченного вручил сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации по программе управления финансами в предпринимательской деятельности. Я желаю, чтобы наш туризм был знаком по всему миру. Наличие диплома о прохождении обучения по финансовой грамотности для предпринимателя – это не просто формальное подтверждение часов, проведенных в учебном классе. Это сертификат безопасности для бизнеса. Он доказывает, что предприниматель перестал работать на ощупь и перешел в категорию профессиональных управленцев, которые умеют защищать свои деньги, свои права и свое будущее. Для нашего региона, я считаю, это большое мероприятие, потому что при поддержки правительства Республики Ингушетия, Минфина и Ингушского государственного университета у нас получилось реализовать данную образовательную программу, и наши предприниматели получили возможность пройти данный курс и повысить свою финансовую компетенцию. Обучение проходило полностью бесплатно, на безвозмездной основе, и предпринимателям не нужно было платить никаких взносов за обучение. Завершение данной программы обучения – это вклад в устойчивость региональной экономики. Сертифицированные специалисты теперь обладают не только практическим опытом, но и фундаментальными знаниями, которые станут залогом их успешной конкуренции на рынке. Мадина Цоро, Билал Ахильгов, Магаз, 24.